Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студию Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства страны. В работе заседания вначале был обсужден вопрос о плане работы правительства Республики Таджикистан в полугодии 2021 года. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания и поручения правительству страны по обязательному и качественному выполнению плана мероприятий. Затем был заслушан отчет министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода о выполнении постановления правительства Республики Таджикистан от 27 марта 2018 года за номером 160 о комплексной программе развития животноводчества Республики Таджикистан на 2018-2022 годы. Президент страны Эмомали Рахмон поручил профильным министерствам, ведомствам и исполнительным органам государственной власти областей Душанбе и районов в полной мере обеспечить реализацию комплексной программы развития животноводчества Республики Таджикистан на 2018-2022 годы. В завершении заседания правительства Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обратился к Республиканскому комитету по усилению противоэпидемических мер по предупреждению распространения инфекционного заболевания COVID-19 Министерству здравоохранения и социальной защиты, руководителям областей, городов и районов в связи со вспышкой второй волны инфекции коронавируса принять меры для защиты здоровья населения Таджикистана, о необходимости вакцинации, обязательного соблюдения правил личного и общественного здоровья, приема лекарств, использования защитных масок, строго соблюдение социальной дистанции, дезинфекция учебных заведений, строго контролировать все парки, аллеи и другие общественные места. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял председателя Вулуси Джирган Национального совета Исламской Республики Афганистан Мир Рахмона Рахмони. В ходе беседы предметом обсуждения стал процесс сотрудничества между двумя странами, особенно парламентских связей и развития сотрудничества в различных направлениях, в том числе в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, науки, образования, средств массовой информации и здравоохранения, а также текущая ситуация в соседнем Афганистане. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что народ Таджикистана всегда будет на стороне народа Афганистана не только с географической точки зрения, но и с точки зрения общих ценностей. Мы всегда будем поддерживать инициативы и начинания правительства и народа дружественной страны, в которой нас связывает общий язык и культура во имя восстановления мира и стабильности и возрождения экономики республики, сказал глава государства. Стороны обменялись мнениями по расширению связей в приоритетных и взаимовыгодных направлениях для обеих стран, таких как энергетика и подструктуры организации новых транспортных коридоров между странами и реализация совместных программ. В связи с продолжающимися беспорядками в Афганистане, обострением политической и военной ситуации в этой соседней стране, вызвавшим обеспокоенность международного сообщества, стороны отметили необходимость практического сотрудничества между двумя странами в области безопасности. Было подчеркнуто, что для борьбы с террористами и организованными преступлениями, группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, необходимо принять действенные меры. Сегодня председатель Маджлиси Милли Маджлис-и-Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали принял председателя Вулуси Джирган Национального совета Исламской Республики Афганистан Мир Рахмона Рахмони, который прибыл в столицу Республики Таджикистан с парламентской делегацией Национального совета Исламской Республики Афганистан в качестве наблюдателя для участия в заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. На встрече было отмечено, что братские связи между народами Таджикистана и Афганистана имеют глубокие исторические корни и являются прочной основой современных отношений между двумя странами. Дальнейшее развитие двусторонних и многосторонних отношений с Исламской Республикой Афганистан является одним из приоритетов внешней политики независимого государства Таджикистана, и в этом процессе парламенты как ключевой институт государства играют важную роль. В расширении сотрудничества стороны отметили, что народы Таджикистана и Афганистана хорошо понимают, что именно благодаря совместным усилиям президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и высшего руководства Исламской Республики Афганистан, отношения и сотрудничество между нашими странами получили беспрецедентное развитие с момента обретения независимой Республики Таджикистан. Было отмечено, что Таджикистан всегда поддерживал усилия правительства Афганистана и мирового сообщества по налаживанию мирного процесса, стабилизации политической и военной ситуации, обеспечению социально-экономического развития дружественной и соседней страны. Обеспечение стабильности в Афганистане очень важно для Таджикистана и наряду с обеспечением религиозной безопасности имеет большое экономическое и социальное значение. Географическое положение предполагает много общих возможностей для расширения и углубления экономического сотрудничества. С удовлетворением было отмечено, что по инициативе президента Республики Таджикистан для реализации эффективной внешней политики правительства и в целях укрепления многоплановых связей между Таджикистаном и Афганистаном были построены мосты дружбы на реке Пянж. По этим мостам
налажено передвижение граждан двух стран, расширено создание трансграничных рынков, а также обмен и экспорт товаров народного потребления. Также по поручению президента начаты полеты по маршруту Душанбе-Кабул-Душанбе. Стороны также подчеркнули необходимость определения эффективных путей укрепления двухстороннего сотрудничества в ближайшем будущем, а также многосторонних отношений в рамках международных и региональных организаций, в том числе парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Девиз председательства Республики Таджикистан Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре текущего года в Душанбе, 20 лет ШОС, сотрудничество во имя стабильности и процветания. Главными целями председательства является укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия с торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, совершенствование договорно-правовой базы, организации и расширение механизмов взаимодействия. Тему продолжит Карим Айдар. В текущем году в городе Душанбе пройдут юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, на протяжении 2020-2021 годов председателем Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества является лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Все мероприятия этой организации осуществляются под председательством таджикской стороны. Председательство Таджикистана совпадает с юбилейной датой 20-летия создания организации и проходит под девизом «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания». Шанхайская организация сотрудничества является международной организацией, в создании которой главным образом заложила фундамент «Шанхайская пятерка», созданная на основе соглашений между Республикой Таджикистан, Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 1997 года. Встреча глав государств Шанхайской пятерки, которая проходила 5 июля 2000 года в городе Душанбе в период председательства Таджикистана, стала знаменательным событием особого значения. В Душанбе Шанхайскую пятерку назвали Шанхайским форумом. Именно этим душанбинским решением была заложена основа для создания Шанхайской организации сотрудничества. Именно Таджикистаном было выдвинуто предложение о преобразовании Шанхайской пятерки в региональную международную организацию, известную как Шанхайская организация сотрудничества. 15 июня 2001 года в Шанхае состоялась встреча глав государств, на которой было принято совместное заявление о присоединении Республики Узбекистан к Шанхайской пятерке и подписана декларация о создании ШОС. ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг регионального сотрудничества и является новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала и культурного разнообразия. Один из основных направлений ШОС является борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими современными вызовами и угрозами. В рамках Шанхайской организации сотрудничества планомерно проводятся антитеррористические учения под кодовым наименованием «Мирная миссия». Главными целями председательства является укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В период председательства Таджикистана в ШОС будут проведены свыше 100 мероприятий. В экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества, укрепление сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной торговли и инноваций, состоявшегося 23 июня 2021 года под председательством таджикской стороны, были представлены рекомендации по развитию цифровой экономики, электронной торговли и инноваций. Участники форума выразили готовность в укреплении торгово-экономических отношений. По итогам форума целью дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах в рамках ШОС участники приняли Душанбинскую декларацию. Под председательством таджикской стороны состоялась 16-я встреча секретарей Советов безопасности государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие секретари Совета безопасности и официальной делегации республик Таджикистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Исламской республики Пакистан, Российской Федерации, а в формате видеоконференц-связи представители Китайской Народной Республики. В ходе встречи стороны в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.
Основной упор в ходе дискуссий был сделан на подготовке к заседанию Совета глав государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в городе Душанбе. В этом контексте состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области международной информационной безопасности. По итогам подписан протокол 16-й встречи секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС и принято информационное заявление. 11 июня 2021 года в городе Душанбе прошел третий женский форум Шанхайской организации сотрудничества с участием представителей стран-членов ШОС и приглашенных гостей из числа политиков, деловых кругов, сферы науки и гражданского общества. Было отмечено, что основной целью форума является дальнейшее продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек на уровне ШОС, а также усилия по созданию эффективной платформы для наращивания потенциала женщин государств-членов ШОС для достижения целей устойчивого развития и регионального сотрудничества. Карим Хайдар, Дилшод Хушвахт, телевидение Таджикистана. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.